В Воркуте уже стартовал отопительный сезон. Подготовка всех коммунальных объектов к зиме завершена. Но это один из самых крупных должников за услуги ЖКХ – более 500 миллионов рублей. В целом же по республике общий долг за воду, тепло и электроснабжение почти 10 миллиардов рублей. Как республика готовится войти в новый отопительный сезон, а муниципалитеты обеспечивают себя необходимым запасом топлива – главные вопросы в повестке сегодняшнего заседания правительства. Подробности в репортаже Татьяны Супряткиной. Перекопанные дороги, трубы разных диаметров на тротуарах, временные отключения горячей воды и света. За лето жители привыкли ко всем этим неудобствам. Все понимают, впереди долгая северная зима. Без замен и латания коммунальных артерий не пережить испытания морозами. Муниципалитеты почти в полной готовности. Под 90% выполнения всех запланированных работ. Но есть и провальные показатели. 86% котельных коммунального назначения подготовлено. Подготовлено 84% объектов жилого фонда. Подготовлено 91% тепловых сетей, 91% водопроводных сетей, а также 89% канализационных сетей. Обращаю внимание руководителей ВУКТЭЛ, Каткировский на необходимость 100% выполнения комплексного плана по ремонту ветхих водопроводных сетей к отопительному периоду. На сегодняшний день процент выполнения нулевой. По замене ветхих водопроводных сетей КТК уже заключили договор с понедельника. Там просто ГНБ идет, то есть работа, связанная с горизонтальным наклонным бурением. У них эта работа ежегодно идет по графику определенному, по всем муниципалитетам. Значит, у нас они начинаются с понедельника. За следующую неделю они будут выполнены. Никаких каких-то угроз, там проблем я не вижу. Подготовка объектов стартовала своевременно еще весной. И это несмотря на огромные долги за услуги ЖКХ. Невыплаты потребителей за свет, воду и тепло почти 10 миллиардов рублей. Это 10-я часть годового бюджета республики. Не платят жители. Накопилось 6 миллиардов, еще почти 4 долги предприятий. Один из самых крупных неплательщиков – Воркута. Но работу с должниками муниципалитет почему-то полностью возложил на самих коммунальщиков. Что касается задолженности населения, то, соответственно, в этой части нами работа никакая не может проводиться, потому что это взаимоотношения, договорные отношения между ресурсоснабжающей организацией и непосредственно населением. А в Усинске, наоборот, при администрации создали специальную комиссию, куда приглашают на беседы недобросовестных жильцов. Предлагают им различные варианты оплаты за услуги, например, в рассрочку. Мера действенная. Это самое легкое, наверное, что вы можете сделать в конце года, прийти, сказать, пожалуйста, помогите, и мы поможем, конечно же, у нас вариантов нет, но работу проводить нужно. Поэтому, исходя из того, что сказали коллеги, Андрей Михайлович, руководители муниципалитетов, которые четко проводят системную работу, давайте сделаем некие рекомендации Министерства строительства по работе, в том числе, включая с населением, чтобы... Может быть, я не все муниципальные образования назвала, у нас еще есть ряд присутствует здесь, даже в зале, которые не полностью, так скажем, вовлечены в данную работу. Такие рекомендации сделаем по работе с населением. Топливом, мазутом, углем, брикетами все труднодоступные села обеспечены практически на 200%. Все запасы завезли своевременно, не дожидаясь конца навигации. О коммунальных рисках сейчас все говорят осторожно, но к различным ЧП на местах готовы. С этого года каждый муниципалитет был обязан сформировать так называемый аварийный резерв, выделить технику, стройматериалы, средства на непредвиденные случаи, чтобы при необходимости к ликвидации аварии можно было приступить незамедлительно, не дожидаясь помощи от республики. Татьяна Супряткина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.